Опасности внешнего мира подстерегают ребенка на каждом шагу. Дома заботливые родители еще могут обеспечить комфорт и спокойствие для самых маленьких членов семьи, но уже за порогом дома начинается неизвестное. Оно манит и увлекает ребенка, но таит в себе немало опасностей. И главное из них – дорога. Ребенку начинать надо объяснять правила дорожного движения, начиная с 3 лет, еще до дошкольного возраста. Когда вы прогуливаетесь с ребенком на улице, вы обращаете внимание, вот это светофор, это зеленый свет, это красный свет. Вот тут может быть опасно. И, конечно, рекомендуется до дошкольного возраста с ребенком ходить через дорогу, держать ребенка за руку. Потому что у наших детей есть привычка бегать, прыгать, они могут куда-то сорваться. Поэтому вот начиная с 3 лет постоянно говорим, постоянно показываем. И вот уже где-то до школьного возраста на протяжении вот этих 2-3 лет можно ребенку привить и чувство опасности, и привить внимание, и на что надо обращать, что надо делать. Ребенку надо пояснять, что такое дорога, почему по ней ездят машины, куда кого везут. Уже в 3-4 года ребенок должен понимать основы организации дорожного движения, различать его детали и знать всех участников. Помочь ребенку выучить эти основы можно с помощью веселых картинок и ролевых игр. С ребенком надо разговаривать на равных. И вот эти все правила желательно доносить в какой-то игровой форме. Надо взять там листок бумаги, давайте с тобой нарисуем, вот как мы идем с тобой в школу, как мы с тобой идем на какие-то курсы рисования. Не обязательно там обозначать именно правила дорожного движения, а вот тут дорога, а вот здесь светофор, а вот здесь как надо идти, и ребенок прочерчивает, он просто вживается в эту роль, и вот таким образом легче объяснять. Приготовьте простые иллюстрации, расскажите, какой транспорт ездит у вас в городе. Затем закрепите и поиграйте в игры, в которых главными персонажами будут участники дорожного движения. Среди них могут быть автобусы, автомобили, троллейбусы, пешеходы, дети, которые идут в садик или в школу, светофоры с добрым зеленым глазом, сердитым красным и пугливым желтым, регулировщики, которые знают тайные символы и знаки, что помогают им управлять городом, дорожные знаки. Их можно устанавливать, менять в разных ситуациях или искать. Дети легко и быстро запоминают, кто есть кто на дороге в игровых ситуациях, а также понимают, как им следует поступать, а как нет. И вот до 1 класса водить, и в первое время, когда ребенок пошел в школу, надо с ним несколько месяцев ходить. Ходить вместе через дорогу, показывать. И еще можно еще использовать такую методику. А давай мы сегодня поиграем, я сегодня твоя дочь или твой сын, а ты моя мама или папа. Вот ты сегодня будешь за взрослого. Вот я буду полностью тебя слушать и поменяться ролями. И когда вы там будете переходить дорогу, родителям рекомендуется чуть-чуть похулиганить, отойти там от места, попробовать там перейти дорогу, и ребенок, у него включается чувство ответственности, он держит родителя и говорит: мама, папа, нельзя, ты же мне так учила, давай вот так, и начинает вести. И когда у ребенка появляется чувство ответственности, он чувствует себя взрослым, и вот надо научить переходить, и тогда уже можно будет отпускать. И, естественно, нашим детям надо объяснять, что дорогу надо переходить только на зебре и только на светофоре. Где-нибудь в других местах, где просто взрослые перебегают дорогу, этого делать нельзя. Важно учитывать, что ребенок учится законам дороги прежде всего на примере взрослых. Пример старших выработки у ребенка стойкой привычки, как вести себя в соответствии с правилами дорожного движения – главный фактор воспитания и дисциплинированного поведения на улице. Наезды транспортных средств происходят в моменты перехода ребенка с родителями проезжей части улицы. Именно родители нарушают правила перехода, идут в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, перед близко идущим транспортом и тому подобное. Большое число происшествий происходит по вине родителей, когда дети, вырвавшись из рук, оказываются перед близко идущей машиной. В Кыргызстане за 2021 год был зафиксирован 1791 случай ДТП с участием детей. Из них 111 с летальным исходом. Самый большой пример для наших детей – это наше поведение. Дети копируют все абсолютно. Если мы будем читать лекции, переходи вот так, ходи так, делай так, а сами, когда торопимся и где-нибудь выбираем безопасное место и с ребенком вместе перебегаем дорогу, то ваши все лекции, обучение, это все сводится к нулю. Мы можем говорить одно, а делать другое.
Поэтому я бы хотела вот настоятельно обратиться к родителям. Пожалуйста, дети – это самое дорогое, самое ценное, что у нас есть в жизни. И начиная с 3-летнего возраста надо их приучать к этому.